Дуэт гармониста с даулистом задают зажигательный ритм лезгинки в Доме культуры Инарки, где расположилась 508-я участковая избирательная комиссия имени Героя России Ахмеда Катиева. Но концертная программа ненадолго задерживает тех, кто пришел сюда проявить свою гражданскую позицию. У входа в УИК медики раздают маски, перчатки и дезинфицируют руки. Магомед Хамхоев пришел сюда на избирательный участок вместе с семьей. А это 9 голосов за депутатов в Госдуму и региональный парламент. Рамазан Арсамаков работает учителем истории религии в Инаркинской 12-й школе. Он прежде всего ждет от депутатов внимания к социально значимым объектам, появление новых автомобильных дорог, реконструкция старых, возведение детских садов и школ, что означает дополнительные рабочие места и улучшение качества жизни населения. Госдуме депутаты школы хоржи межмедиеш, ахвей мехка даху даюдыш замучу, ахвей мех бахашнаха, ойли хугдолч ора, цар халтол долч ора, бал меттигиш хугдолч ора, бал бахашнаха. На избирательном участке зарегистрировано около 2000 человек. Для помощи в проведении выборов привлечены волонтеры, медработники на случай ухудшения здоровья избирателей. У входа дежурят правоохранители. Металлическая рамка, рециркулятор, измеряющий температуру. Протягивать паспорт через разделительные линии не рекомендуется. Эти и другие правила доводят до избирателей члены участковой избирательной комиссии. В общем, организация выборов на высоком уровне. На данный момент по спискам избирателей у нас 1816 избирателей. Есть и мобильные избиратели, которые не имеют возможности прийти на участок. Для таких избирателей у нас предусмотрено голосование вне помещения. Сегодня у нас второй день голосования. Вчера был выезд на дом. Избиратели имеют все возможности как прийти проголосовать, как и дома имеют возможность проголосовать. Несмотря на то, что вчера и погодные условия были плохие, явка избирателей была хорошая. Сегодня уже с утра у нас ажиотаж на участке. Думаю, что и сегодня, и завтра явка избирателей будет на высоком уровне. Успокаивающие глицин есть, корвалол есть, анальгин парацетамол. А за время выборов понадобились кому-нибудь лекарства? Нет. Также за прозрачностью и честностью проведения выборов здесь следят и наблюдатели. Работаем второй день мы. Все проходит без всяких замечаний у нас. Активность высокая. Люди приходят. Я считаю, что прийти на выборы, проголосовать – это гражданский долг каждого из нас. И я призываю всех людей, кому не безразлична судьба нашего народа и России, чтобы пришли на участки свои и проголосовали, отдали свои голоса за того кандидата, которого они считают самым достойным. А это в селении Пседах. Здесь на базе 7-й школы развернут избирательный участок 505. Не менее красочно встречают и здесь. Детский ансамбль подготовил танцевальные номера, так что избирателям после голосования скучать не приходится. Если за ширмой избиратели остаются с самими собой наедине, то на участок многие приходят вместе с семьями, как это сделал Илахан Богатырев. Как признается, с выбором он уже определился и ждал этого дня, чтобы выразить его официально, опустив бюллетень в урну. С семьей я приехал голосовать за будущее, чтобы наши дети, внуки жили счастливо. Дал Айберт Йосхолдовый бол, дал Исхолдовый кандидат. Мело порядок воли Холмеговой. Депутатов больше всего мы ждем, чтобы стабильная вода была и дороги.
Явка здесь высокая, что и видно потому, как у входа медработник просто не успевает всем раздать маски. Но избиратели ответственные и соблюдают антиковидные меры. Среди них общественные деятели, спортсмены, представители различных ведомств и учреждений. Конечно, не прийти на участок не могли и старейшины. Долго не думая с выбором, определился и Мухарбек Узиев. Körtü insan vahma bu değil reis sen hayli. Belki bu görtü artık ay bastı yüzün kaçtı ve yüzün yazıyor. Nasıl ağam bu ağaç buda Всего в Пседахе открыто 3 избирательных участка, но именно этот УИК является основным в селе, где голосуют жители улиц Алироева, Карла Маркса, Малгобекская и других. За неполных 2 дня выборов выездная группа членов избирательной комиссии успела навестить с переносными ящиками для голосования 5 адресов. На участке зарегистрировано 1300 избирателей. Явка достаточно хорошая. Очень хорошо люди голосуют. Мы все поддерживаем. По необходимости мы выезжаем на дом. При поступлении заявления можно и в устной форме, и в письменной. По необходимости у нас есть выездная мобильная группа. Мы с удовольствием выезжаем на выборы на дом. Как отмечают члены участковых комиссий, во второй день активность избирателей возросла в 2 раза. А 19 сентября, в заключительный день выборов, здесь ожидают еще более высокую явку. Отдать свой голос за того или иного кандидата можно, как явившись на избирательный участок или через онлайн-портал госуслуг. Адам Мережков, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.